Очень актуальный вопрос, часто задают его. Вот сам человек прекрасный, хороший, помогает, не матерится, очень такой интеллигентный, этикет у него превосходный, но не верит в Бога. Неужели ему нужно направляться в ад? За что люди начинают задавать этот вопрос? Ответом на этот вопрос хотел бы привести пример. Вот представьте, вы сидите у себя в квартире, все хорошо. Ну, например, вы любите пельмени, например. Вы приготовили пельменей, все, уже сели кушать, и тут смотрите, мусорка не выкинута, то есть она стоит полная. Решили вы сначала выбросить мусор, а потом сесть за стол и отведать вкуснейших пельменей. Вот вы ушли выкинуть мусор, вернулись домой и смотрите, что за вашим столом, на вашем стуле, наложив в вашу тарелку, с вашей ложкой кто-то сидит и уплетает ваши пельмени. Все бы ничего, вам не жалко, там пельмени на всех хватит, и на него, и на вас. Но он делает вид, как будто вас нету. Как будто он хозяин этого помещения, этого стола, этого стула. Но он культурный. Он зашел домой, поставил на место ботиночки. Он сюда нацепил специальный фартук. Он очень красивый, там правой рукой кушает. Очень этично, все очень красиво. Но вот эта вся красота внешняя, она перечеркивается только одним. Что этот человек не признает в вас хозяина этой квартиры, этого помещения, этого стола, этого стула. Вот то же самое, какой бы ни был хороший, прекрасный человек, если он не признает за Всевышним Аллаха Тааля хозяином всего мироздания, всего окружения, то все это перечеркивается только тем фактом, что человек не верит в Создателя всего и вся. Поэтому основой всего является основа вообще, это вера во Всевышнего. И давайте же будем стараться, чтобы наша вера была полноценной и ощутить, дай Аллаха Тааля, дай Бог, чтобы мы ощутили счастье этой веры, итоги этой веры, итоги наших деяний в этом и следующем мире и радовались этим итогам, иншаллах. Пусть наша вера будет полноценной.